Стрелок готов? Стрелок готов. Есть. Кыргызстан. Независимая, гордая страна с великолепной природой, древними традициями и глубокой культурой. Именно культура и традиции являются отражением истории этого кочевого народа. На протяжении многих столетий бескрайними долинами и могучими горными хребтами овладевали бесстрашные воины и охотники, которые сформировали свое уникальное мировоззрение в искусстве умения попадать в цель. 20 ноября 2021 года на территории стрелкового клуба «Выстрел» недалеко от столицы города Бишкек собрались увлеченные высокоточной стрельбой люди. День предполагался быть весьма насыщенным и позитивным. Какие мысли? Позитивные какие. Все хорошо, все шикарно. Всем удачи. Всем удачи. Выиграет сильнейший. Аналогично. Всем удачи. Всем доброго утра. Всем хорошего ветра. Отличная погода, отличное настроение. Всем удачи. Спортивно-стрелковый клуб «Выстрел» существует уже около 5 лет и не перестает радовать своих гостей постоянными обновлениями. Сейчас это стрельбище оснащено галереями для снайпинга, практической стрельбы и стендовой стрельбы, где любой желающий может оттачивать свои навыки в оружейном искусстве. Новички, спортсмены, любители, профессионалы, охотники и вообще все неравнодушные к стрелковому оружию. Здесь покрыты дистанции от 20 до 730 метров. Цель! Есть. Разрядите. Магазин изрядите. Меня зовут Сергей Викторович Горобец, директор Федерации высокоточной стрельбы России. Впервые в Кыргызстане. Цель поездки – это, собственно, продолжение сотрудничества Федерации высокоточной стрельбы России и в новообразованной в Кыргызстане Федерации снайпинга Кыргызстана. Хочу сказать, что старт достаточно успешный, и на первом матче я не был, но были представители нашей федерации, и в частности мы сотрудничаем с Федерацией снайпинга Кыргызстана в части подготовки судей. И это уже второй, собственно, матч и опыт судейства, который, я думаю, что по итогам этого матча будет аттестация судей из Федерации снайпинга Кыргызстана. В этот осенний день на полигон прибыли одни из лучших стрелков Кыргызстана, состоящие в Федерации снайпинга, для того, чтобы принять участие в соревнованиях по снайпингу в Т-классе. С самого утра участники успешно прошли регистрацию, получили номера, приготовили винтовки и снаряжение перед началом турнира, в котором каждый хотел бы стать лидером. Все это делается для совершенствования уровня стрелковой подготовки членов Федерации снайпинга. А общая цель соревнований – создать платформу для обмена знаниями и навыками между участниками. Кроме того, очень важно у людей сформировать культуру обращения и навыки безопасного владения огнестрельным нарезным оружием. Я вас очень рад приветствовать. Сейчас хочу первое слово передать нашему генералу Диомарту Башкоеву. С очередным нашим праздником любителей высокоточной стрельбы. Сегодня усилиями, опять же, нашего президента Федерации снайпинга Айдара Окенова организовывается очередное соревнование. Я хочу пожелать сегодня, чтобы наше мероприятие прошло на большом организационном, методическом уровне. Желание будет у всех победить, но, конечно же, победит сильнейший. Хочу вам пожелать удачи, безопасной стрельбы, и надеюсь, что этот стрелковый праздник будет полезен как тем, для кого это является профессией в качестве стрелковой тренировки, для охотников возможность потренировать свои навыки, и если это вам понравится, то следующий шаг – стать спортсменами. Обратите внимание, у вас развивается снайпинг, развивается федерация, соревнования постепенно усложняются, у нас новые технические элементы, которые здесь раньше не стреляли, насколько я знаю. Вот вы видите один, качающийся платформа, и движущаяся мишень,
который кто-то, может быть, видел, испытания мы катали, но не видел, увидите на упражнении. Я хочу сказать, что в этот раз у нас есть движущая мишень и вот качели. И сразу заранее на следующие соревнования хочу объявить, что мы тоже, чтобы вы тоже готовились, успели. У нас следующие соревнования нужно будет приготовиться, использовать трипод. У кого есть возможность, возьмите, начните приобретать трипод, головки, на что вы будете ружье ставить. Если у кого трипода нет возможности взять, мы дадим вам наш трипод общий, которым вы тоже сможете воспользоваться на следующих соревнованиях. Кроме этого, у нас еще будут, кроме трипода, упражнения. Мы надеемся, приготовим уже, закажем. Это называется попперы, которые будут на любых дистанциях выскакивать. Вы должны будете сами определить расстояние, да, на глаз. У вас какое-то время будет дано на выстрел, и она опять будет заходить. И она на любой дистанции будет появляться, то есть вы должны его определить и сами рассчитать дистанцию, произвести выстрел, значит, и он опять закроется. То есть вот таких два следующих упражнения на следующее соревнование, надеюсь, мы приготовим. И это. Так что поздравляю вас всех с нашим сегодня праздником. Давайте сегодня хорошо проведем время и победить сильнейший, да? Ну, меня радует то, что мы растем, ребята. Растем вместе с вами. Упражнения уже разнообразные. Уже к нам приезжают международные судьи, наши коллеги с России. Поэтому это наше общее достижение. Какими качествами должен обладать хороший стрелок? Точность, скорость, быстрота. Но при этом выдержка и дисциплина наиболее важны и даже являются ключевыми рекомендациями к победе при этих условиях соревнований. Цель! Есть попадание! Меня зовут Лангуев Иван, я руководитель студенческого корпуса Федерации высокоточной стрельбы России. Вот, здесь на данном матче являюсь главным судьей. Вид спорта класс достаточно молодой, вот, нет еще сложившегося института, как вот было в Советском Союзе, там где Минспорта, там регалии, квалификации, там классы, там и т.д. и т.п. У нас работают 6 судей полевых на матче, и я главный, и еще статс-секретарь, вот, который занимается введением результатов в систему. У нас, собственно, сама структура правил, как книжечки, да, правил, она такая же, как в APS. С той только разницей, что добавлена вся специфика по высокоточной винтовке, своя система подсчета очков, вот, и, собственно, деление на модули. Вот. А остальное, в общем-то, все то же самое. Как только завершился общий инструктаж, все желающие завоевать осенний кубок разошлись по боевым позициям в своих дисциплинах. И вот что следовало сделать сегодня. Ведь соревнования проводятся в соответствии с правилами высокоточной стрельбы Т-класса. А это значит начать упражнение «Пристрелка», затем продолжить стандарт «Мини», далее упражнение «Жетон», «Знай свои возможности», 3 из 300, «Движка», «Качеля», «Уверенный стрелок» и в завершении «Максимум» на дальней дистанции. Среди участников есть и любители, которые начали увлекаться высокоточной стрельбой совсем недавно, а также те, кто хорошо знаком с оружием, например, еще с армии, и уже много лет выезжает на стрельбище, либо на охоту. Здесь также участвуют профессионалы, и это действующие сотрудники силовых ведомств Кыргызстана. Я использую оружие TIC-ATAC A1. Это тактическая винтовка финского производства, делается в Финляндии, вот, в калибре 6,5 Creedmoor. Это сейчас очень популярный спортивный калибр для снайпинга. Вот, калибр он примерно чуть меньше стандартного 7,62 на 54, который в СВД используется. Вот такой вот патрончик. Вот мы его используем на наших соревнованиях, получается. Оптику я использую американского производства Night Force. Это 7 на 35, Attacker Night Force, да. Здесь у меня специальный аксессуар, это видеокамера, которая записывает, как я целюсь и как я попадаю ли я в мишень. То есть я смогу после соревнований произвести разбор над ошибками своими и какие-то внести изменения. Все участники разделены на взводы, и соревнования проходят в несколько этапов. Судьи оценивают скорость через секундомеры, следят за выполнением правил упражнения, а также смотрят за безопасностью. При выполнении упражнений стрелок должен иметь одну винтовку
самозарядную или с ручной перезарядкой, скучностью выстрелов желательно до 1 МОА, с дульным тормозом открытого-закрытого типа или без него, чехол или футляр для оружия, патроны к винтовке минимальным количеством от 30 штук. Внимание! Стрельба 2 участников из одной винтовки строго запрещена. А теперь о каждой дисциплине подробнее. Смотрим, что как. Интересно вообще, как полетит пуля, ну, неизвестно вообще. Как Серега сказал, стреляем как боги, только мимо. Да, мы все лучшие из лучших. Вы знаете, какая-то эйфория. Прямо, значит, вот кровь начинает бурлить, несмотря на мой возраст, но я чувствую себя молодым и очень-очень перспективным. Пристрелка. Пристрелка происходит со 100 метров по бумажной мишени с 2 зачетными зонами. А диаметром 6 см и Б диаметром 3 см. Количество очков 810. Время на подготовку 60 секунд и общее на сквот. Время на стрельбу 45 секунд. Положение для стрельбы лежа. Старт и окончание по звуковому сигналу с последующей разрядкой оружия. Положение для стрельбы. Стоя, 3 выстрела. Стандарт мини. Дистанция 50 метров. Модуль 1. Цель. Бумажная мишень с 2 зачетными зонами. Диаметром 15 см и 5 см. Расположенными одна в другой. Количество очков 1050. Время на подготовку 60 секунд. Общее на сквот. Положение для стрельбы стоя. Дается 3 выстрела. С колена или сидя 2 выстрела. Лежа с опорой на локти 1 выстрел. Время на стрельбу 60 секунд. Стартовая позиция стоя на линии огня. Ствол винтовки направлен в сторону мишени. Старт и окончание по звуковому сигналу с последующей разрядкой оружия. Упражнение «Жетон». Дистанция 80 метров. Модуль 1. Цель – металлический жетон размером 2,8 на 5 см с дополнительной зачетной зоной диаметром в 1,7 см. Количество выстрелов – 1. Максимальное количество очков – 289. Время на подготовку – 60 секунд. Общее на сквот. Время на стрельбу – 10 секунд. Положение для стрельбы – лежа. Старт и окончание по звуковому сигналу с последующей разрядкой оружия. Упражнение «Знай свои возможности» ведется с дистанции 200 метров. Модуль 1. Цель – бумажная мишень с 3 зачетными зонами. А – диаметр 15 см, Б – диаметр 10 см, С – диаметр 5 см. Количество выстрелов – 3. Максимальное количество очков – 855. Время на подготовку – 60 секунд. Общее на сквот. Время на стрельбу – 30 секунд. Положение для стрельбы – лежа. Старт и окончание по звуковому сигналу с последующей разрядкой оружия. Упражнение 3 из 300. Дистанция 300 метров. Модуль 1. Цель – бумажная мишень с 2 зачетными зонами, диаметром 20 см и 10 см, расположенными одна в другой. Количество выстрелов – 3. Максимальное количество очков – 831. Время на подготовку – 60 секунд. Общее на сквот. Время на стрельбу – 45 секунд. Положение для стрельбы с колена или сидя. Старт и окончание по звуковому сигналу с последующей разрядкой оружия. Одно из интересных упражнений – это движка. Такая установка на полигоне появилась относительно недавно и, по сути, является единственной в Средней Азии. Мишень передвигается вправо и влево с заданной определенной скоростью, в которую попасть достаточно непросто. Дистанция 290 метров. Цель – гонг диаметром в 30 сантиметров. Количество выстрелов не ограничено. Минимальное количество очков – 210. Время на подготовку – 60 секунд. Общее на сквот. Время на стрельбу равно времени прохода цели. Положение для стрельбы исключительно лежа. Еще одно интересное упражнение – это качеля. Стрелок находится на постоянно движущейся платформе, что дополнительно усложняет вести прицельную стрельбу, но позволяет отточить дополнительные навыки. Дистанция 420 метров. Модуль 2.
Цель – гонг диаметром 30 сантиметров. Количество выстрелов 3. Максимальное количество очков – 717. Время на подготовку – 90 секунд. Время на стрельбу – 120 секунд. Положение для стрельбы – лежа на качели. Следующее упражнение – уверенный стрелок. Дистанция от 500 до 550 метров. Модуль 3. Цель – 2 гонга диаметром 30 сантиметров. Количество выстрелов – 4. Максимальное количество очков – 506. Времени на подготовку нет. Время на стрельбу дается 120 секунд. Положение для стрельбы – лежа. И завершает комплекс упражнений дисциплина максимум. Дистанция 660 метров и 730 метров. Модуль 3. Цель – 2 гонга диаметром 30 сантиметров и 35 сантиметров. Количество выстрелов – 5. Максимальное количество очков – 528. Времени на подготовку нет. Время на стрельбу по последнему выстрелу или 120 секунд. Положение для стрельбы – лежа. Внимание! Стреляли сейчас мы стандарт. Стреляли его на 50 метров и стреляли стоя, с колена и лежа, с локтей, без всяких упоров. Ну и что там мы там куда-то попали. Да у каждого, наверное, стрелка есть как-то в себе-то уверен. Если в себе не уверен, зачем тогда приходить сюда, а так? Ну, есть сильные у нас стрелки, не знаю, посмотрим, как они отстреляются. Честно, дело фарта все, в стрельбе, то, как подготовлен, кому как легче будет. Подытоживая прошедший день, хочется сказать, что снайпинг в Кыргызстане набирает довольно серьезные обороты. А сам клуб «Выстрел» и федерация не просто место для соревнований. Это еще и отличная площадка для новых знакомств, обмена опытом и, конечно, традиционных угощений. Ребята, пошлите на плов! У меня такой сразу первый хотел вопрос задать. Сегодняшний день вам понравился? Да? Спасибо. Сегодня, да, были у нас новые интересные упражнения. Так что сейчас мы быстренько приступим к процессу награждения. Бронзовую медаль занял Михаил Зуев. За третье место полагается денежный приз. Денежный приз, пожалуйста, держите. Третье место. Второе место награждается Владимир Приходько. Награждает наш генерал Башкоев, почетный президент Федерации снайпинга. Второе место, денежный приз в размере 20 тысяч сомов. Первое место надо объявлять. Сергей Зуев. Награждает Сергей Викторович Горобец, директор Федерации высокоточной стрельбы России. Денежный приз за первое место составляет 30 тысяч сомов. Сергей Викторович слово сейчас скажет, да? Я бы хотел обратиться к вам со словами благодарности за поддержку нового вида увлекательной спортивной стрельбы. Абсолютно адекватные результаты и отражают в полной мере готовность стрелков. Протоколы, которые доступны для вас практически в режиме онлайн, хорошая тема для анализа того события, в котором вы приняли участие. Еще раз говорю, что это результат усилий президента вашей федерации снайпинга Кыргызстана Айдара Акенова. Благодарю за сотрудничество. И большое вам спасибо. Занявшие призовые места участники были награждены ценными подарками, ровно как и почетные гости данного мероприятия, одним из которых был директор Федерации высокоточной стрельбы России Сергей Горобец. Потенциал, я считаю, что достаточно серьезный для развития, и та площадка, на которой мы сейчас находимся, она позволяет проводить полноценные матчи, которым предъявляются определенные требования. И тот опыт, который уже есть, он позволит и на других площадках в Кыргызстане, собственно, реализовать все задумки организаторов, которые взялись за это дело. С учетом того, что в республике все же достаточно большое количество людей, любителей оружия, охотников, опять же повторюсь, и перспектив участия либо проведения международных матчей.
Но вообще же, стрельба из любого вида оружия как спорт приносит не только удовольствие, но и учит концентрации и дисциплине. Этот вид спорта улучшает и развивает человека как физически, так и морально. Говорят, что стрельба – прекрасный способ встряхнуться, выйти из зоны комфорта, как сейчас это очень модно говорить. У нас есть планы взаимодействия с парламентом Кыргызской Республики. Мы очень хотели бы, чтобы нам разрешили снаряжение нарезных патронов самостоятельное, так же, как это разрешили, например, в Российской Федерации. Потому что настройка боеприпаса под винтовку позволяет в несколько раз увеличить кучность. И для спортсменов всего мира они сами снаряжают свой патрон именно под свою винтовку. Это улучшает результаты, и мы очень надеемся, что парламент нас поддержит, и они разрешат снаряжение высокоточных патронов своих.